Никотиновая эпидемия поступова охоплівае ўсё больш і больш людзей. На пачатак гэтага года колькасць тых, хто ўжывае цыгареты ў Беларусі, склала амаль 30% насельніцтва. Трошкі менш лік курыльшчыкаў у Брэсцкай вобласці. Аднак да поўнай перамогі над тытунем пакуль далёка. Хоть пациенты говорят, я не курю такие вот сигареты, которые дешевые сигареты, я курю трубку или еще какой-нибудь мне там хороший табак привозят. Нет, все это глубокое заблуждение. Независимо от качества табака, никотин, смолы, вот эти вот, они все одинаково влияют на сосудистый спазм, на развитие атеросклероза, увеличение нагрузки на сердце и, естественно, кислородное голодание. Бросить курить с медицинской точки зрения – это полный отказ от курения в течение целого года. Если человек не покурил 3 месяца, а потом говорит, у меня же уже нету зависимости, я же уже не курил, выкурю одну сигарету. И, говорит, сорвался. Но я же бросил курить. Я вынужден его огорчать. Я ему говорю, вы не бросили курить, вы бросали и не бросили. То есть, если он не научился решать конфликты без того, чтобы демонстративно там, не покурить на балконе эту сигарету, если он не научился справляться с раздражительностью, если он не научился в компании друзей говорить «нет», да, то есть вы курите – это ваше дело, я не курю – это мое дело. В рэгіёне плануецца павелічэнне колькасці зон, свабодных ад курэння. У гэты спіс дабавяцца пункты прыпынку гарадскога транспарту, усе віды грамадскага гарадскога транспарту, уключаючы чыгуначны, дзіцячыя пляцоўкі, аўтамабілі і памяшканні, у якіх знаходзяцца дзеці да 14 гадоў. Таксама на ўзроўні мясцовых выканаўчых органаў могуць быць вызначаны свае зоны, свабодныя ад курэння. Зараз на тэрыторыі Брэсцкай вобласці дзейнічае больш за 70 такіх зон.